Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на любовный треугольник. Я стараюсь такие темы избегать, но если поступил запрос, конечно же, сделаю. Тема будет такой: что она, имеется в виду разлучница, сделала, чтобы мужчина был с ней. Делала ли она вообще что-нибудь? Может быть, это был его сознательный выбор. Если вас эта тема интересует, если вы страдаете именно в таких геометрических отношениях, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек. Желательно, чтобы вы задали вопрос на всех участников. То есть на себя, на эту женщину, если знаете ее имя. Если не знаете, просто представьте, да, и на мужчину. Так и спросите, делала ли она что-нибудь, что конкретно она сделала, и был ли это сознательный выбор. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками. Пусть откроют то, что скрыто. Просто знаете то, о чем мы так сильно желаем. Угу. Ну, по кресту, смотрите, это судьба. Это судьба, у вас прям в основании вышел крест. Кто со мной давно, знает, что такие фигурки очень редко выходят. Крест – это судьбоносная ситуация. То есть вам суждено было пережить вот треугольник, да, попасть в этот треугольник. Причем, ну, достаточно он такой болезненный, переживательный, очень много сил, энергии, эмоций. У кого-то из девочек, к сожалению, вот этот треугольник подорвал здоровье, вот ваше здоровье. А кто-то даже как будто бы сдал. Понимаете, очень как-то травмирующая ситуация, очень травмирующая. Здесь очень много обиды, понимаете, обиды в сердце. Здесь вот боль, именно обида идет. Даже не предательство, а обиды. Вот обида такая сильная. Девчонки, так нельзя. Так нельзя. И, девочки, не надо пускать ситуацию на самотек с такими обидами, которые просто, ну, разъедают, как кислота, все изнутри. Здесь нужно себя вытаскивать из этого состояния. Я не могу, да, вот я не знаю, с какой вы стороны, но здесь вот прям я чувствую, прям шипит все внутри, шипит и плавится. Девочки, не загоняйте себя, особенно те, у кого есть детки, особенно детки маленькие, да, вот посмотрите на своих деток, подумайте о них. Может быть, вы на себе уже как бы крест поставили, но о детках подумайте своих, на них крест ставить не надо. Девчоночки, есть много способов, методов, как себя немножечко вытащить, да, поправить, излечить от этой боли. Займитесь и знайте, что вы это делаете не ради мужчины и даже не ради себя. Для деток вы своих делаете, рожденных либо будущих. Вот об этом подумайте. Так, что по поводу вашей ситуации? Вы сейчас явно не вместе, потому что вот между вами такая прерванная идет, ну, веревочка, да, судьбы прервана. И я вижу, что вы открыты этому человеку. У вас в голове еще вот все то теплое и доброе, оно, ну, как в ожиданиях, да, отложенное в ожиданиях. Что касается мужчины, ну, он такой, знаете, ну, отвернулся, там, увлекся другой жизнью. Что произошло? Делала ли что-то соперница? Девчонки, делала. Но тут не совсем то, на что вы подумали. Значит, если речь пойдет о магии, то здесь магия только косвенно участвует. Косвенно, понимаете? Это не прямое воздействие, там не напоила, не зачаровала. Нет, этого не было. Там было нечто другое. Там женщина, она сама по себе очень сильный энергет. У нее вот есть такая дьявольская энергетика. Как бы вам правильно это сказать?
Вот есть цыганский гипноз, да, а есть женщины, которые, будучи даже не привлекательными, вот обладают каким-то там бешеным магнетизмом, да. Вот она из этой категории, из этих людей. Мысли ее не светлые, девочки, не светлые, но и не совсем черные. То есть она женщина, которая желает быть счастливой, понимаете? Вы хотите любить и быть любимой, а она для себя желает быть счастливой. То есть ей нужен мужчина не для того, чтобы любить, да, и отдаваться этому человеку, наслаждаться вместе с ним жизнью, а для того, чтобы он ей был, ну, таким, знаете, обычно, да, как называют, sugar daddy, да, таким вот кошелечек на ножках, либо какой-то работник, да, раб, либо, ну, что-то типа такого. То есть он на нее, в ее вот представлении, да, идеального вот брака, да, идеальных отношений, он должен на нее работать, обеспечивая там ее семью, детей, если они у нее есть, то есть как бы полностью туда вкладываться. Там, если что-то где-то сломалось, починил, купил, сделал, отдал, ну, такое, знаете, на побегушках. Вот такой ей нужен мужчина. Что она делала? Она достаточно ловкая дамочка, возможно, даже и опытная, даже если ей и не очень много лет, такая вот прокачанная в этом плане. Она знает, как воздействовать на мужчину. Что она делала? Она заморочила ему голову. Вот в простонародье, вот если сказать вот прямо, заморочила голову мужчине. Здесь охмурение шло просто вот по всем фронтам, целенаправленно, без передышки и днем, и ночью. Она нащупала его слабые места. Ваш мужчина, он любит, чтобы ему песни пели, дифирамбы складывали, там, да, перед ним там расшаркивались, кланялись ему в ножки, рассказывали, какой он там гениальный, бесподобный, самый лучший, там, прочее. То есть она его взяла на какие-то сладкие речины, на вот этот умный психологический крючок. А вы же девушка честная, прямая, вы все говорите как есть. Вот нравится, не нравится. Вы никогда не будете расшаркиваться. Тем более у вас другой подход. То есть вам, мужчину вашего, и жалко, и любите вы его. Вы, наоборот, стараетесь ему помочь. Да, открыть глаза на какие-то заблуждения, на какие-то ошибки. Вы могли его критиковать, вы могли делать ему замечания. А ему это не внюх, понимаете, было. И сейчас получается, что вы для него вот такая злая, чужая, да, холодная женщина, а она ж прям само тепло, да, такая вот сердечная грелочка, да, которая, походу, оказалась змеей подколодной. Значит, девчонки, вашей вины здесь нет. Это мужчина, который заблудился, да, в трехсоснах заблудился. Он уже начинает о чем-то догадываться, ну такое, знаете, вот это как начало только, да, самое начало. Уже он где-то увидел, что у его этой пушистой зайки достаточно острые зубки и коготки, и зайка достаточно такая прожорливая, да. То есть он уже с этим столкнулся, но еще до конца не осознал, что происходит. Значит, девочки, здесь еще могла отыграться ситуация, что она его на что-то приманила. То есть могла ему что-то пообещать. Сразу хочу сказать, что здесь бросается в глаза, ну, надеюсь, что все девочки, кто смотрит у меня совершеннолетние, да, вы достаточно пуританская в отношениях. То есть, ну, скромная девушка, которая, ну, грязи не потерпит, да, в своей постели. А вот эта женщина, она в этом плане шальная, понимаете, вот она, может, оно ей не нравится, да, но она мужиков именно на это берет, что она такая вся раскрепощенная, и то я умею, и это я делаю, и так, и сяк, то есть она ему дает то, что такое самое запретное, да, какие-то, может быть, даже извращения, то есть не хочу там ковырять, что, знаете, тошнота подходит. Я-то с вами, я на вашей стороне, я как вы. А вот, ну, такие люди, ну, как бы да, каждого своя интимная жизнь и свои какие-то потребности, но здесь все-таки больше идет как наигранная, не настоящая. Вот она его еще этим взяла, девчонки, ну, запрещенные приемы использовала. Вот как хотите. Я, ну, знаете, как спасибо, хоть не магия, да, а то бы покалечила бы этого мужика.
Ядрине фини, но она этого не сделала. То есть мозгов где-то хватило все-таки, слава богу. Значит, девочки, жизнь это не постель. Сколько? 24/7 же не будешь кувыркаться? Нет, не будешь. Ему тоже, знаете, он у вас такой немножечко как... Желания были, да, но страхи были. Вот. А с ней, видите, как вот оно, непаханное поле, да. Он на все готовая, она все согласная. Вот такая женщина. Но это опять же таки до поры до времени. Там она ему тоже уже начинает там узелочки завязывать, да, сужать вот эти вот все его потребности. Значит, девочки, к чему все это придет? Во-первых, он с ней надорвет здоровье. Надорвет, причем надорвет буквально, да, в ближайшие вот несколько, может быть, даже недели либо месяцев. Как только он не сможет ее обрабатывать, то есть там приносить ей денежку, там удовлетворять ее и прочее, она начнет на него фыркать, причем достаточно громко. И поскольку дама, она на себя настроенная, такая себелюбивая, она будет искать ему замену. Вот первый его прокол в плане здоровья, у нее сразу пойдут вопросы. Ага, это он что, заболел? Это что мне тут нужно? Тут за ним горшки носить? Что, ухаживать за ним нужно? А зачем он мне нужен? Мне такого не надо, я не готова. Вплоть до того, что, девочки, она ему откажет даже, может быть, даже в какой-то первой медицинской помощи. Да, он ей скажет, что у меня там температура, голова разболелась, дай мне хотя бы таблетку аспирина, а она ему скажет, руки есть, ноги есть, иди бери. Вот. А мужчинка начнет разочаровываться. Это первый момент. Он вам даже жаловаться будет на нее. Будут у вас еще с ним и встречи, и разговоры. Значит, девочки, вы будете его ждать. Будете ждать, будете надеяться. Я это вижу. Кто-то из девочек дождется. Прям дождется. Мужчина вернется. Потрепанный, побитый. Может быть, с проблемами со здоровьем. Но он вернется. Значит, любите. Там я даже ничего не хочу говорить. Я вижу, что примете его любым, лишь бы был рядом. То есть любовь у вас сильнейшая к этому человеку, причем очень жертвенная. Я хочу сказать про других девочек, которые все-таки надеются в глубине души, ждут этого человека. Но, девочки, у вас такое время наступит, когда вам станет очень обидно за то, как он отнесся, либо как поступил. Может быть, вы что-то узнаете, что вы там, например, у него давно просили, а он вам там все время говорил, там денег нету, 5-10, да, а вот для нее он сделал. Будет какой-то один поступок, либо одна какая-то информация, которая напрочь вычеркнет этого человека из вашего сердца. Мало того, я еще вижу, что у вас вот он летит, видите, странник летит в вашу жизнь, человечек, который окружит вас заботой, любовью и поддержкой. То есть у вас появится надежный человек, опора. И, может быть, вы никогда не прекратите любить вот этого, да, гулящего мужчину, но вам будет с кем сравнить. И у вас вот действительно глазки так откроются, да. Вы вот этого гулящего никогда не забудете. А вот с тем мужчиной можете построить отношения. Знаете, вы и по-другому вообще, в принципе, начнете относиться, да, вы больше будете уважать себя. И для вас будет важно, чтобы мужчина не только потреблял, но и также давал для вас. Здесь какие-то новые отношения у меня образуются, понимаете? Однозначно. Вот несчастных девочек, вот прям все разбитое, одна навсегда, я не вижу. То есть те, кто сойдутся, девочки, вам любовь в глаза стилают, у вас сердечко бьется, все, мужчина там рядом, все, вы улыбаетесь, вы богиня. Вам большего и не надо. То есть, в принципе, вы успокойтесь, он к вам вернется, потому что такие добрые руки он нигде больше не найдет и не встретит. Я не буду тут углубляться, не хочу, чтобы вы там обижались и расстраивались, но тем не менее. Причины основные я вам сказала, поэтому пусть будет как будет. Девчонки, жалейте об этом мужчине. Даже если я вам сейчас скажу, что не надо, вы же все равно меня не послушаете, потому что сердцу не прикажешь. Да? Сердцу не прикажешь. Этот мужчина все осознает. Придет время, когда он все поймет и все осознает. Единственное, что жалко, что, скажем так, лучше вот эти свои годы, там, либо заработки, да, он отдаст другой женщине, в другую семью, это жаль. Это обидно даже.
Вот. А что касается остального, ну, это в вашей судьбе. Вот он, крест вам по судьбе. Пережить и прожить эту ситуацию. Вам это кармический урок идет. Это нужно для вашего развития души, для того, чтобы все это понять, прочувствовать. И у многих из вас отыграется, что в прошлой жизни вы точно так же поступили с вашим партнером. А теперь вы должны прочувствовать то, что тогда прочувствовал он, либо она. То есть в каком виде вы воплощались. То есть как бы идет такой бумеранг через время вам, да, либо наоборот, это ваша кармическая задача в этом воплощении пережить эту ситуацию, найти в себе силы на то, чтобы простить, встать с колен и двигаться дальше. Я не знаю, насколько эта информация вам поможет, либо утешит, но я мысленно с вами, я за вас, и вижу, что здесь у меня ни одной разбитой судьбы не будет. И слава Богу, пусть так и случится. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.